Осуждено участие некоторых уйгуров в традиционном мероприятии по случаю китайского Нового года, организованном Генеральным консульством Китая в Стамбуле и посольством Эр-Рияда. Стало известно, что 17 января около 1000 человек, в основном турки, и небольшое количество уйгуров посетили мероприятие Генерального консульства Китая в Стамбуле, которое проходило в отеле «Шангри-Ла». На мероприятии были исполнены уйгурские танцы, чтобы скрыть систематические преступления геноцида, совершенные Китаем в Восточном Туркестане, и показать тесную связь между китайцами и уйгурами. С другой стороны, участие некоторых уйгуров в мероприятии для общения жителей Синьцзяня за границей, организованном посольством Китая в Эр-Рияде, вызвало осуждение. По словам наблюдателей, Китай угрожает некоторым уйгурам за границей вместе с их семьями, чтобы они скрывали преступления геноцида, совершенные Китаем в Восточном Туркестане, принуждая их к участию в такой деятельности и пропаганде. Месторождения нефти и природного газа, открытые в Восточном Туркестане с 1950-х годов, удовлетворяют большую часть энергетических потребностей китайского государства. Обладая богатыми энергетическими ресурсами, Восточный Туркестан играет важную роль в производстве энергии в Китае. Согласно данным китайских статистиков, запасы нефти в регионе составляют 30% от общих запасов нефти в Китае, запасы природного газа составляют 34%, а угля 40%. В Восточном Туркестане нефть и природный газ добываются и продаются государственными энергетическими компаниями, такими как Китайская национальная нефтяная корпорация и Синопек. В Туркменистане был учрежден высший представительный орган власти Народный маслахат Туркменистана. Встреча с участием членов Национального совета и представителей неправительственных организаций прошла во дворце Маслахат столицы Туркменистана Ашхабаде. Указом, подписанным президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Гурбангулы Бердымухамедова назначили председателем Народного маслахата Туркменистана. Также Гурбангулы Бердымухамедову было присвоено звание «Национальный лидер туркменского народа». Многие мусульманские страны, особенно Турция, осудили сожжение священного Корана крайне правым политиком Швеции. Расмус Палудан, лидер датской крайне правой партии «Строгое направление», был окружен многолюдной группой полицейских, когда он сжег священный Коран возле посольства Турции в Стокгольме. Во время сожжения никому не разрешалось приближаться к Палудану. Было объявлено, что Китай планирует отправить в космос более 200 транспортных средств, состоящих из спутников, разведывательных аппаратов, носителей для персонала и грузовых шаттлов. Всего состоится более 60 запусков в 2023 году. 28 человек погибли в результате схода лавины с выезда из автомобильного туннеля в Нинчи, Тибетский автономный район, оккупированный Китаем. По имеющимся данным, 53 человека были спасены после катастрофы, в том числе 5 получили тяжелые ранения. На текущий момент точное число жертв неизвестно.